Какова динамика заболеваемости ковид в республике и можно ли расслабляться? Если в феврале мы видели такое хорошее снижение, порядка где-то от недели к неделе 50-54 случаев, в марте оно несколько замедлилось, а в апреле, к сожалению, снижение вот у нас прекратилось. Динамика все-таки зависит от вакцинации. Чем быстрее мы охватим подлежащие контингенты, а это 60% все-таки от численности взрослого населения, накопится коллективный иммунитет. Как не заболеть ковид в период отпусков и летних каникул? На сегодня ситуация, к сожалению, за рубежом, она не очень стабильная, не очень хорошая. Есть те страны, которые резко пошли вверх. Поэтому все-таки на сегодня в части отдыха за границей, я бы, наверное, все-таки порекомендовала, наверное, отложить. Но тем, кто, конечно, все-таки решил выехать за рубеж, рекомендации такие, что не забывать о тех мерах профилактики, которые на сегодня есть, и это не только коронавирусная инфекция. Будут ли требовать ПЦР-тест перед заездом в детский лагерь? В этом году также требования ПЦР для деток, которые будут в лагерях или выезжать, его тоже нет. Остается обязательным требование по медицинской карте, где должны быть все прививки по календарю, который у ребеночка есть. То, что касается персонала летних оздоровительных лагерей, здесь обязательным остается ПЦР при начале трудовой деятельности. Это обязательно обследование на ротонороастровирусы персонала пищеблока. В каких местах риск заразиться ковид выше и можно ли подхватить вирус на пляже? То есть это места массового скопления людей, кафе, рестораны. Поэтому на сегодня есть ограничения по заполняемости данных объектов, это 70%. Риск заражения на воздухе, он минимальный. Нужно ли ПЦР-тест сдавать тем, кто вернулся из-за границы, но уже привит? Сегодня это обязательно для лиц, возвращающихся из-за границы любым видом транспорта. Теперь это 2 анализа, которые необходимо провести в течение первых 5 дней по возвращению. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.